Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Очередное включение с нашей деревни, с деревни Боровск. Что у нас тут происходит? В этом году посевную почти не снимал. Вот спахали мы основной огород. Приезжали дочка с зятем, спахали огород, посадили картошку. В этом году, я не знаю, сколько всего получилось-то ведер, но мало посадили картошек, где-то, наверное, ведер 15 всего у нас получилось на посадку. На Озоне заказывал алюминиевые грядки для клубники. И очень хорошо они понравились Маше. И вот зять тоже собрал эти грядки, потом установили это все дело. И вот сегодня уже Маша сажает эту клубнику туда. Конечно же, по сравнению с другими регионами мы припозднились. На данный момент уже конкретное лето, а черемуха только-только еще цветет. Начинает цвести рябина. Черемуха скоро, наверное, и отцветет уже. Ветрено, и вот листья, цветы все срывает, наверное, опять черемухи не будет. Вот. Черемуха всегда так, или заморозки сильные, и черемухи нету, или такой ветер поднимается, что все цветы вот срывает. И редко, когда черемуха бывает, чтобы можно собрать было, и когда этот урожай черемухи есть, мы обычно собираем, и это на несколько лет вперед хватает, потому что сушим, эта сушеная черемуха очень на долгое время хватает. Вот. Можно также и замораживать, дальше потом компоты делать и все такое из этой черемухи. Из черемухи прекрасный десерт получается из черемуховой муки, называется ляз у нас. Мы все так еще и не показали этот ляз, но как-нибудь, надеюсь, покажем. В теплице у нас посажены огурцы и посажены помидоры. Вроде как Маша выносила уже. Томаты посажены. Дальше посажен в теплицу уже виноград. Не знаю, как будет в этом году этот виноград. Скорее всего, не будет плодов, но Маша-то и посадила. Осенью сажали черемуху, черноплодную рябину, и сажали еще смородину красную. По-моему, черноплодка замерзла зимой. Что-то листиков не видно. Вот, вишня там вроде как немножко, маленькая вишня цветет, одна замерзла. Две вишни и одна, по-моему, замерзла. Что-то сухонькое, нету листочков, нету почек. А на той, которая не замерзла, вроде как есть цветочки. В принципе, вот отпахались. Вот на сегодняшний момент такая ситуация. Я сегодня еще, может быть, поснимаю там, как Маша что-то там работает. Может, Маша что-нибудь там и расскажет сама. Но она работает и некогда. Я вот, например, тоже в этом году не стал снимать. Потому что выйдешь там, люди работают, а мне как-то потом подруга говорить тоже не очень. И у меня свои дела были, там искал работника, и там тоже походишь по двору, да, там надо сделать, это надо сделать. Вот, например, заборы проходились, эти жерди, да, оставлял из числа дров жерди, оставил там 42 штуки, что ли. Вот это надо было работника найти, ошкурить там и все такое. Это все сделано, ошкурено. Вот, так и живем. Между делом, в этом году, если честно, даже шашлыки еще и мы не жарили. Я не знаю, как так получилось, но что-то все бегом. И не получилось еще нормально так просто посидеть. Надеюсь, хотя бы в Троицу, немножко так до Троицы все дела управимся. И надеюсь, все будет еще. Кукушка кукует у нас. Пора такая
Вообще классная. Еще про погоду, да? Было жарко, а потом сейчас что-то каждый день тучи. Туча придет, как из лейки немножко побрызгает и обратно. Обратно солнышко печет. Вот. Не посажена еще кукуруза, но Маша сегодня, наверное, посадит. Одуванчиков уже очень много их, перебор много. Надо уже скосить. Вот. Все, лето началось. И началось уже не посадка и не все такое, а началось ухаживание за тем, что посадили, чтобы вырастить хороший, полезный свой домашний урожай. Вот так сказать. Сейчас еще немножко поснимаю, там Маша чем занимается. Она клубнику сажает, какие-то сорта. Не знаю, какие сорта, правда, она сама даже не помнит. Вот. А вот и Мария Олеговна. Мария Олеговна, привет! Далеко да не слышно, но хотя бы помахай. Вот такие грядки у Маши появились, это оцинкованные грядки. Как уже говорил, покупали сазон. 2000 грядка, что ли. Вот. И он клубнику сажает. Сорта скажи зрителям. Не знаешь? Потому что она не сама брала, привозили. Ну, короче, вот этим занимается Маша. Там что? Ну, там уже зелень-то. Чеснок, зимний лук. Чеснок, зимний лук. Там, клубника там рядом, которая не на грядках. Надо будет еще 2 грядки докупить. А в общем, надо, наверное, все на грядке надо сделать так. Сделать геоткани, чтобы ничего сорняков нет. Смотри, сколько одуванчиков. Смотрите. Везде они, блин. Вот они сейчас распушатся и свои семена дадут, и вообще везде их будет много-много-много. Надо бы скосить. Так, участок этот картошки посажен. Вот этот участок. Все. Счетчики-бамбурики. Вон Раиса Ивановна приехала с города в отпуск. У нее короткий отпуск. И он помогает по хозяйству. Родителям, нам. Раиса Ивановна как приедет, она вот эту лопату, наверное, я не знаю, может спит с этой лопатой тоже вместе, но постоянно с ней. Постоянно. Что-то делает, то грабли, то лопата, да? Про Раису Ивановну раз говорю. Как приедет, то вот сейчас недавно с черпом там работала вокруг грядки. Вообще не останавливается. Надо бы отдохнуть тоже, да, в отпуск же, да? Нет. Нет бы куда-нибудь поехать. Там где-нибудь отдохнуть. Не, вон у нее. И Анапа, и Геленджик, и все здесь. И берег турецкий. Вот все здесь, на этих 20 сотках. Сейчас немножко во владение Маши окунемся. Ну, в принципе, все тут владение Маши, конечно, но вот теплица, сакральная тема, не разрешает обычно снимать. Но я сегодня уговорил, друзья. Вот она вынесла у нас уже помидоры, да? Ну, может, кому-то дико кажется, что уже июнь, а вот мы показываем, что только-только вынесли помидоры. Ну что, север, что потом? Помидоры у меня маленькие. Рост у помидоров. Ну ничего. Ты в 2 словах скажи, какие сорта примерно, что посадила? Какие из прошлого года? Или какие новые, может быть? Или, может, все из прошлого года? Так, значит, посадила утенок. В прошлом году на этой же стороне был утенок. Утенок посадила. Сорт утенок, да? Да, сорт утенок. Плодо... Вкусный, сладкий сорт очень мне понравилось тоже. Плодовитый. Помидоры невысокого роста. Угу. Невысокого роста. Потом топтышка.
топтышку это в этом году посадила. Это все еще у меня семена, которые мне отправляли. Вот. Подписчица Татьяна отправляла семена. Очень много семян отправляла. Да, вот все еще как бы ее семена сажаю потихоньку. В этом году вот посадила новую, значит, сорт Санька Золотой. Посмотрим, как. Санька Золотой. Сорт такой. Сорт Прикольное такой. название, да? Да, Дагестан. Сорт Дагестан. Так, Дагестан один куст у меня. Угу. Вот. Потом боец томат, тоже один куст. Это, по-моему, тоже новый сорт, да? Мы не сажали еще такой. Да. Боец, Дагестан, вот Санька Золотой и топтышка. В прошлом году вот эти томаты я не сажала. Это вновь В прошлом году посажены. у меня здесь были сибирские. Да. Большие такие да, еще были, да? Да. Груша была, темная груша. Да, этот сорт в этом году не посадила. Вы знаете, темные помидоры нам не понравились. И потом здесь у меня карамель, черри карамель. Маша, понравились тебе черные помидоры? Вот лично мне не очень. Не да. очень, да. Хотя сказали, говорят, что не доспели. Нет, мы подождали, пока они созреют, но все равно как бы нам привычнее вот простые помидоры. Вот. И Как- черри карамель. Черри карамелька, да? Да. Очень тоже вкусные прямо в рот, это самое, как конфеты и ешь, да? Просто вот срываешь и ешь, и Настя приезжала тоже так, и Катерина также приезжает, и просто срываешь, и я уже с больным это самое желудком, сейчас я тоже помидоры эти не удержался и покушал. А этот куда, на улицу? Сибирский томат, да. Это на У грунт. меня 3 куста здесь, потому что сажала и долго не выходила, и 2-3 раза, наверное, уже здесь. Один куст есть, да? 3 куста здесь. 3 куста мы посадим в открытый грунт. Это, да. Да. Ну и огурцы. Не знаешь сорт какой? Не помнишь? Нет, не посмотрела. Не посмотрела, не запомнила. Дружный, наверное, какой-то. Дружные это да. Дружные мы и прошлый год сажали дружные, по-моему. Прошлый год дружный, да? Да. А в этом году, наверное, нет, не дружный. Не знаю, не запомнила. Короче, извиняюсь. Одна и та же история, Маша не помнит, не что помню, я это. не Да. помню. Но вот эти стаканчики оставлены, и надо будет таблички хорошенькие таблички сделать, чтобы не стерлись надписи. Вот это одна теплица. Я знаю, что, Маша, у тебя вторая теплица есть. Сходим, посмотрим, что там. Теплица никуда не исчезла, она Но, там есть. но я и Там говорю, также и в посмотрим, прошлом что там. году, то, что в прошлом году сажала, тоже и в этом году. Ну а здесь, друзья, у нас теплица вторая, но маленькая, это старая теплица, здесь раньше помидоры. Прошлый год тоже немножко кустов было здесь. Но самое главное, расскажи, Маша, что ты здесь посадила из южных растений? Арбуз в этом году. Первый раз еще посадила. Арбуз. Да, астраханский арбуз. И дыню. Ну, дыню у нас уже, как получается, 3-й год уже сажаю. Да. Вот. Дыня колхозница в этом году посадила. Прошлый год дыни. Ну, вы не думаете, что Просто они... мякоть была написана там. Дыня. Вы не думаете, что вот дыни растут такие, как же вот, например, как и в теплых там регионах? Нет, они у нас маленькие, но вкус совершенно вкусный тоже, но не отличается. Вкусный, сладкий, с ароматом таким. И вот Маша стоит, и я не вижу самого главного, вот вдалеке вон виноград, смотрите, сорт, ну как написано на пачке, Фиолетовый, ранний фиолетовый. Ну я не знаю, синяя. скорее всего, наверное, не даст урожая еще в этом году. Вон пачка такая. Ой. Интересно, зимой замерзнет или нет. Да, вот такая коробка. Это все с Озона мы достали. Это не сезонно, это я в магазине покупала. В магазине? А где в магазине? В Сыдукаре? Да. Ну понятно, все. Ошибся. Вот. Вот здесь дыни и арбузы и виноград. Что будет, то и будет. Свое, да, немножко угощаться. Вот, например, дынями в прошлом году угощались. Маленькие, вкусные, свои. Ну, я показывала много в прошлом году, можно сказать, да, было. 10 штук, может,
И Маша очень довольная была, что смогла вырастить этот урожай. Надеюсь, в этом году и арбузы получатся, и хотя одну виноградину, да, покушаем. Но, скорее всего, виноград обычно первый год не дает, да, первый год не дает. Вот, а огурцы мы сейчас посмотрели, вроде как дружная семейка сорт огурцов, правильно? И дружные там, два сорта. Вот так. Ну что, на этом небольшое включение. Наверное, буду заканчивать еще. Клубнику сегодня вот посадили. Да, клубнику я показал. Да. Клубнику показал. Ну, вернее, Там покажу грядка, и показал. конечно, полностью не полная одна грядка, но я туда как бы буду осенью пересаживать уже из усы. Но Появятся одна усы. грядка клубника, а другая земляника. Ну да, земляника, но земляника Настоящая, так вот культурная земляника. культурная, но вкус совершенно как будто это лесная земляника, да. Маленькие такие ягодки. Маша сажает, а мы уже две ягодки скушала. Одну она, а я вторую. На рассаде выросла земляничка, ягоды. Прям вот мы уже кушали, вот зря не показали. А почему я не показал-то? Не знаю. Вот. Так что будем увеличивать Площадь. площадь, да. Но место есть, да. Вот в этом году вот все как хорошо сделали эти грядки, Да. железные грядки. Надеюсь, тебе Вот и- понравятся эти грядки. Ну, в теплице-то понравились, наверное, грядки-то. В комаров очень Комары много у нас не юг, у нас очень много комаров. после дождя. Короче говоря. Одна из крайних, наверное, уже все. В этом году посадок, наверное, вот это. Цветочки, наверное, еще остались. Цветочки остались еще посадить, да? Да. А из культур вот кукуруза, все. Вот кукурузку. Удобрение там пользуется, суперфосфат, что ли, какой-то. Да. Суперфосфат, вот Маша говорит. Маша далеко, просто не слышно, микрофон опять не подключили к ней. Вот, ложечку где-то. И надеюсь, в этом году будет жаркое лето, и мы будем вкусно кушать кукурузу на улице, на уличной печке сварим, как позапрошлый год, да? Так вкусно понравилось на свежем воздухе это кушать. Вообще замечательно. Вот. Ну, где-то так, сантиметров, через каждые 40 сантиметров будет кустик. Вот такой. И все, пускай приживается. Где-то кукует кукушка, целый день куковала. То дождик пройдет, я уже успел и под дождиком. Я зонтик себе прикупил, под дождиком уже успел постоять, так сказать. Очень замечательный зонтик мне помогает. Раз, раскрыли, он прям как палатка. Вот. Ну что, всем пока, Мария Олеговна. Пока-пока. Пока-пока. Будем уже завершать нашу посевную, так сказать. Посевную и пахоту. Вот так. Все. Всем пока, друзья. Маленький ролик заканчиваем.